который в Музее краеведения принимали буквально чуть дыша. Оружие, украшения и предметы быта, которым больше века. Это сокровища старины, накопленные директором филармонии Русланом Куштовым. И все они теперь хранятся здесь. Например, вот этот глиняный кувшин интересен своей необычной формой и орнаментом. И то, что он так сохранился, большая удача. Подобные экспонаты в музее встречаются впервые. Зооморфная ручка и вдавленные узоры на черной глине свидетельствуют о начале первого тысячелетия. Этот этап гончарного ремесла ингушей не до конца изучен, признается Зарема Мистоева. Так что этот кувшин станет началом исторического постижения. Впрочем, изучить предстоит и эту коллекцию топоров. Вот такой топор я вижу в первый раз. В коллекции у нас такого нету, вот в фондах музея. Ну, вот подобные топоры, чтобы топорища были в разной плоскости, они обоюдоострые, но в разной плоскости расположены. Если, например, вот эти топоры, они обоюдоострые, но параллельно смотрят друг на друга, но вот это вот чисто явно вот боевой топорик. Немалый интерес вызывает и коллекция старинных зеркал. Сделанные из чистого серебра, они оформлены различными узорами на обратной стороне. Эти орнаменты, как объясняет хранитель археологии, имели определенный смысл и служили оберегами. Именно поэтому один рисунок никогда не совпадал с другим. Мы видим, вот есть какой-то вот совсем без орнамента сделанный. Ну, все равно вот крест стоит какой-то, да, выпуклый. Потом вот здесь тоже орнамент. Опять же, здесь уже больше лучей, здесь 6 лучей идет. Здесь это более позднего периода зеркала, и здесь уже не ярко выраженный орнамент, их просто отливали уже, штамповали как. Если на зеркалах рисунок отличался разнообразностью, на поясных наборах чаще прослеживался узор трилистника. Четко он виден и на этой маленькой серебряной пряжке. Несмотря на изжитый срок, она неплохо сохранилась, что совсем не скажешь о других украшениях. Многие из них потеряли форму и требуют реставрации и дальнейшего изучения. Мы благодарим всех тех, кто поддерживает наш музей и не выкидывает, может быть, эту историю на свалку. А те вещи, которые приходят к нам в музей, они сохраняются, они вносятся в базу данных и уже потом выставляются в госкаталог Российской Федерации. Каждый предмет имеет свой инвентарный номер. Впрочем, обновился в музее и фонд художественного мастерства. Художник из ассоциации ремесленников Идрис Фаргиев передал им в дар свою работу «Сказочный закат». Один взгляд на картину способен вызвать целую бурю эмоций, оживить воспоминания или положить начало новой мечте. Она очень интересная и визуально, и техника исполнения. Здесь идет гипсовая лепка, сухая кисть, акрил. Сама картина очень такая яркая, сказочная, и эта картина займет достойное место в экспозиции нашего музея. Насладиться видом забытого дома у берега на фоне сказочного заката и экзотических деревьев бонсай сможет каждый желающий. Полотно, как и остальные экспонаты, переданные в дар музею, будут представлены для всеобщего просмотра. Жарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.